Штукатурь, помети, подвези. Если бы у нас все было бы нормально. Здравствуйте! Это программа «Как есть». Наверное, нет в Кыргызстане семьи, где нет мигрантов. У меня есть родственники мигранты, друзья, соседи, знакомые. Сама чуть не уехала. Я знаю многих людей, которые уехали из страны. Все они ищут чего-то в жизни, иногда пропуская мимо себя саму жизнь. Көртілдік басынса да белчеңерден, бірдікте бүт түшікті жеңсеңерден, күн келер ұлы мекен құра тұрған, айланып Алатауға келсеңерден. 18 декабря во всем мире отмечают День мигранта. Эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Так что еще тогда стало понятно, что проблема миграции – глобальная проблема. Для нас, для Кыргызстана, мигранты – это наше все. Это наши люди, это наша рабочая, довольно-таки молодая сила. Они наше будущее. Ну а в настоящем мигранты кормят полстраны. Штукатурь, помети, подвези. Отремонтируй и тут же снеси. Сколько я заработал за эти года, не потратив, почти отправляю туда, где Родина. Переводы наших мигрантов на свою родину составляют около трети ВВП страны. В 2017 году доходы бюджета Кыргызстана были ниже суммы переводов мигрантов на 37 миллиардов сомов. Между нами тает лед, ФМС нас теперь не найдет. Мы промокнем под дождем, но семье деньги переведем. Была ли миграция в СССР? Была. Но тогда страна состояла из 15 союзных республик. Люди просто передвигались, жили, работали в разных странах. Иммигрантами не принято было называть советского человека. Высокие горы сдвигает советский простой человек. Развал Советского Союза некоторые называют суицидом целой страны. Но тем не менее, одни государства вместе с независимостью получили природные богатства, а другие искали и до сих пор ищут свой путь развития. До сих пор мы живем в этом трагическом постскриптуме. Границы, разрешение на въезд, на работу, прописка – все это началось в 90-е годы, когда страна приобрела независимость, вернее, зависимость от мигрантов. Не найдя себя на родине, многие кыргызстанцы стали скитаться по разным уголкам планеты. И многие не жили, а выживали. Мы жить 15 человек в трехкомнатном палатке. Кто только не писал о мигрантах, не слагал песни о них, не снимал фильмы. Это самая живая тема, конца которой не видать, потому что она о судьбах людей, она о душе человека, который вынужден жить вдали от родных, от запаха матери. Все знают причину миграции. Что о ней говорить? Это бедность. Бедность и безысходность толкают людей мигрировать. Все в порядке был, как мы на работу тоже все меня уважали, все. Давайте, смотрите, вы за рулем в Москве ездите Месяц. Да. И на самом деле миграция для многих – это трагедия. Я хочу сказать нашим этим коррупционерам, которые вот, если бы у нас все было бы нормально, мы бы сюда так не приехали бы. Одной из важных проблем, с которой еще столкнется Кыргызстан, это дети мигрантов. Часто оставленные на опеку родным, они растут без материнской ласки, а значит недолюбленные. В будущем это отразится на создании ими своего собственного счастья. Вот каждый звоним, так и плачет она. Вот, говорит, скучает. Каникулда бараус без, каникулда барчуолус. Дети без родителей больше всего подвержены депрессии. Кроме всего прочего, они растут без возможности получения качественного воспитания и образования. Нередки случаи, когда дети мигрантов вообще остаются без внимания и растут сами по себе. Раньше, когда мама с папой уехали в Россию, сбегал с дома, ругали, из-за этого сбегал. Кем они вырастут? Как они поведут себя? Будут ли они нашей опорой в будущем? Ведь они должны встать на смену нам.
Они должны иметь способность развивать нашу страну. Айылдан ата-енең балаң қалды, насият төлей албай ағаң қалды. Многие мигранты, уехав из страны, теряют больше, чем время и молодость. Некоторые теряют семьи, связь с детьми, некоторые – возможность жить настоящей жизнью. Только чувство патриотизма и любовь к далекой родине у многих мигрантов развиты больше всего. Те мигранты, которые уехали в 90-х, сегодня не спешат назад. Многие уже имеют другое гражданство. Официально за бугром находится около 1 миллиона мигрантов. Но если все они захотят вернуться в Кыргызстан, возникнет другая проблема. Нет, это не проблема. Это целый социальный взрыв. Потому что такому количеству человек государство не в силах обеспечить работу. Получается какой-то замкнутый круг. Но будем надеяться, что когда-нибудь страна встанет с колен. У меня все.